Сегодня мы располагаем совершенно новыми данными в области археологии, антропологии и генетики, которые проливают свет на древние связи протоабхазской, адыгской культурной общности с древними цивилизациями, в частности, с египетской цивилизацией. Вечность смеется над людьми, а пирамиды смеются над вечностью. Древняя египетская поговорка. Египет был одним из древнейших государств мира. За 2500 лет от отца истории Геродота и до наших дней ученые отыскали множество папирусов, глиняных и каменных таблиц, испещренных иероглифами, но прочитать их не могли. В 1822 году французский ученый Шампольон дешифровал древнеегипетскую письменность, и человечество получило доступ к истории Древнего Египта. К сожалению, большинство рукописей дошло до нас в отрывках, без начала и конца, с пробелами внутри этих произведений. Однако и сегодня ученые ищут ответы на многие тайны. Так, исследователи Айджини сделали новое сенсационное открытие. Тайна происхождения египетских фараонов. Часть 1. Абхазы известны сегодня как этнос, несущий в своей культуре Рассказывает музей Квициния, доцент Абхазского государственного университета, философ, религиовед. Абхазы помнят сказания, предания, мифы об ацанах, например, об Абраскиле, героев Нарта, визнартского эпоса, своих богов. И в языковой традиции твердое место занимает каждодневно упоминаемый верховный бог в пантеоне богов Анча. Он воспринимается как священное имя, но образец архаического сознания. В этой связи следует заметить, что в сознании абхазов нет квазислов, заменяющих эти представления. Сегодня проходят различные процессы в изучении архаического наследия народов, то есть процесс ремифологизации. Справка. Ремифологизация – процесс возрождения мифологического сознания в культурах, прежде утративших живую связь с мифологией. Этот процесс способствует изучению, дополнениям, исследованиям во всех проявлениях этих архаических моментов, то есть мифологического сознания, мифологического наследия. В этой связи представляет большой интерес труды многих абхазоведов, профессора Анчабадзе, Иналыпа, Владислава Григорьевича Ардзенба. Следует заметить, что сегодня мы располагаем новыми данными, археологическими находками, исследованиями в области антропологии, генетики. Эти исследования проливают свет на некоторые спорные вопросы о более древних связях протоабхазо-адыгов с цивилизациями древнего мира. К примеру, египетской, месопотамской, хараппа-арийской, не боюсь сказать, то есть индийской. Смело выдвигаются гипотезы, концепции, которые трудно воспринять даже ученому человеку. Эти тайны времени сегодня требуют тщательного изучения. Но, несомненно, одно – все эти предположения, в том числе записки Геродота, Гомера, Тимей Платона, в котором жрец говорит Солону о священных текстах египтян, которым 8000 лет, о происхождении эллинских богов из Египта, гипотезы, мифы, археологические артефакты. Их не так уж мало. Это Майкопская плита, Сухумская плита, недавно найденная Сочинская плита. И даже материалы бронзового века, я имею в виду материальные объекты, артефакты, как топоры, сделанные из бронзы, различные другие изделия того времени. Все это указывает на то, что имелись даже
можно сказать, систематические связи древней протоабхазской культурной общности с цивилизациями Средиземноморья и Индийского океана. А сегодня мы хотим сказать о том, что в особенности с египетской древней цивилизацией. В научном мире не раз высказывалась мысль о возможных древних связях кавказских языков с семитскими. Более того, Услар, Мар, Гулия в одно время пытались установить общность этих языков. К этому их подталкивало, главным образом, мнение Геродота о том, что колхи, возможно, родом из Египта. Вместе с тем на существование более глубоких связей, похоже, указывает прежде всего терминология, связанная с древнейшими религиозными воззрениями, именами египетских правителей, а также и целый ряд лексических совпадений. Но об этом чуть попозже. А пока остановимся на вопросе генезиса самих египтян. На этот счет современная наука сделала сенсационные открытия. Итак, обо всем по порядку. На этот счет сегодня не перестают спорить ученые, а споры эти начались еще с XIX века. После того, как египтология как наука зародилась, вот благодаря изысканиям Шампольона и исследованию дешифровки розетского камня им. Египетская цивилизация автохтонна или все же она аллахтонна, то есть она привнесена извне, или же все же те же самые местные жители эфиопского происхождения создали эту цивилизацию. Вот этот вопрос очень актуальный оказался сегодня. И что удивительно, этот вопрос привел нас к раскрытию, к предположению о том, что так называемая новая раса, которой придерживаются те, которые считают ученые, что это привнесенная все же цивилизация, она связывается с Кавказом. В 1894 году археологи Флиндерс, Питри и Квибел нашли останки человека до династического периода. И это перевернуло представление относительно ответа на этот вопрос. Оказывается, что люди до династического периода по антропологическим показателям совершенно не подходят, не соответствуют местному антропологическому материалу. Цитата. Скачок государственного строительства Египта был достигнут за короткий период. Антропологические останки могил до династического периода удивляют. Черепа имели большой размер, а тела были длиннее, чем у местного населения. Брайан Эмери Уолтер, английский археолог-египтолог. Сегодня под это мнение подводит нас такая наука, как генетика. Следует заметить, что генетики из университета Тюбингена и института Макса Планка и другие европейские ученые, изучая сохранившийся материал мумий египетских фараонов, доказали их кавказское происхождение. Немецкие ученые из института Макса Планка и университета Тюбингена частично восстановили геном 90 египетских мумий возрастом от 3500 до 1500 лет, проанализировали его и пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра Айджени, расположенного в Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из одной мумии, но зато самого фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани, конкретно из левого плеча и левой ноги. Специалисты Айджени сравнили геном мальчика-фараона и современных европейцев и обнаружили, многие из них – родственники Тутанхамона. Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили, современные египтяне в общей своей массе – это недеградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним, своими древними правителями, почти ничего общего, что в некотором роде объясняет особенности египетского общества. Цитата.
Полагаю, что общий предок египетских царей-европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад. Около 7000 лет назад его прямые потомки расселились по Европе. А кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны. Получается, однако, что начиная с прапрадедов, предки Тутанхамона, да и он сам были лицами кавказской национальности. Роман Шольц, директор центра Айджени. Ученые пришли к выводу о том, что предок египетской династии, царей, действительно жил где-то в Кавказском регионе, а затем мигрировал на современную территорию Египта и даже стал избранником богов и правителем страны. Наука развивается, и, соответственно, возникают новые доказательства тех или иных гипотез. Продолжение следует.